حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Обращение Совета тайко-ингушского народа к общественности России. Дорогие россияне, народ Ингушетии и его активисты испытывают в эти дни жестокое давление местных и федеральных органов власти. В этих целях республика наводнена войсками Росгвардии и сотрудниками МВД из различных регионов. Прикомандированные спецгруппы следователей и дознавателей при поддержке Росгвардии развернули широкомасштабную репрессивную деятельность. Полагаю, что работники местных правоохранительных органов будут действовать только в рамках действующего федерального законодательства. Высокопоставленные должностные лица отстранили их от участия в репрессивных действиях. Даже на пропускных пунктах местных правоохранительных органов сидят прикомандированные сотрудники. Власть намерена показательно наказать ингушских активистов, организовавших митинг 26 марта 2019 года в городе Магаз и участников этого митинга. Для достижения цели в массовом порядке возбуждаются уголовные и административные дела. Нас пытаются запугать и заставить отказаться от своих требований. Из этого ничего не выйдет. Фашист Сталин на долгие 13 лет лишил ингушский народ своей родины, подверг нас чудовищным репрессиям, но не смог сломить нашу свободу. Считаем своим долгом довести до всех жителей Российской Федерации, что мы не нарушаем законы нашей великой Родины. Мы требуем всего лишь возврата прямых выборов главы Республики Ингушетия, а не навязывать нам марионетку, готовые продать жизненные интересы ингушского народа ради сохранения лояльности федеральной власти. Мы добиваемся восстановления своего права на смешанную систему выборов депутатов законодательного органа республики и законодательных органов муниципальных образований. Мы добиваемся сохранения в законе Республики Ингушетия о республиканском референдуме обязанности властей проводить референдум для выявления воли народа Ингушетии по таким основополагающим вопросам, как изменение статуса и наименование республики, объединение с другими объектами Российской Федерации, а также при изменении ее территории и границ. В связи с тем, что глава Республики Ингушетии игнорирует волю народа Ингушетии и злоупотребляет властными полномочиями, на самом митинге был поднят вопрос о его отставке, и не впервые поднят. Но нас не услышали. Под утро 27 марта 2019 года подогнали войска и начали избивать людей, находившихся на площадке, где накануне проходил митинг. Между тем, уведомление о проведении митинга было подано в правительство Республики Ингушетия на 3 дня. По итогам его рассмотрения был отдан ответ о согласовании митинга на 26 марта с 10 до 19 часов. Никаких возражений относительно митинга, назначенного на 27-8 марта от правительства Республики Ингушетия, не поступало, что означает согласие на его проведение. Более того, было подано еще одно уведомление на последующие 2 дня. Игнорируя законы, превышая свои полномочия, должностные лица МВД и Росгвардии спровоцировали конфликт. Мы хотим, чтобы россияне знали, мы всего лишь требуем соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации на территории Ингушетии. Но власть не считает нужным считаться с нашими требованиями. Даже обращение 51 тысяч жителей Ингушетии в адрес президента Российской Федерации остались без надлежащего рассмотрения и принятия мер, предусмотренных законом. Похоже, законы писали только для простого народа. Власть имущих их игнорирует. Народ Ингушетии и гражданское общество республики не намерены терпеть такое состояние дел. Мы намерены заставить коррумпированную и лживую власть считаться с нашим народом, соблюдать российские законы, какие бы жертвы ни пришлось понести на этом пути. Нас пытаются представить бунтовщиками и экстремистами. Но это не так. Мы мирные граждане, которым надоел беспредел творимой республики. Мы не хотим мириться с тем, что власть игнорирует законные чаяния родовых людей и грубо нарушает законы.
Воля и судьбу сегодня Ингушетии в авангарде борьбы за права народа, а завтра лидером будет другая республика, край или область. Ингушетия борется за свои права и свободы, а значит и за права россиян, за нашу и вашу свободу. Нас не сломить, и мы не прогнемся. Но ваша моральная и информационная поддержка в этот трудный для нас час нам очень нужна и очень ценна. Выражаем огромную благодарность от Совета тайпо-ингушского народа за объективное освещение событий нашей республики и прорыв информационной блокады каналам YouTube New Rush World, Юрий Гремел, Арбу, новости сверхдержавы, революция сознания, дебаты Хакасии, дневник депутата и другим нашим друзьям, освещающим события в Ингушетии. С огромной благодарностью и искренним уважением ко всем россиянам Совет тайпо-ингушского народа, город Назрань, Республика Ингушетия.